качестве гуманитарной помощи из Российской Федерации была получена продовольственная пшеница в количестве 4992 тонн, из которых 3112,9 тонн было выделено Примарием от ОГ-Грузия, согласно постановлению исполнительного комитета номер 16/8 от 23 ноября 2008 года. А также 1827 тонн было передано в материальный резерв. Необходимо отметить, что дебиторская задолженность в количестве 120,79 тонн по договорам краткосрочного заимствования между исполкомом Гагаузии и предприятиями Маргаритар 50 тонн от 2004 года и Нефконт Агро 70,79 тонн от 2007 года также были переданы в материальный резерв. Кроме того, 750,5 тонн было получено от экономических агентов в счет погашения задолженности перед бюджетом в 2009 году и передано в материальный резерв. С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года безвозмездно общественным объединениям и ассоциациям из материальных резервов Гагаузии было выделено 759,8 тонн продовольственной пшеницы. Также 2726,4 тонн продовольственной пшеницы было передано 26 экономическим агентам Гагаузии на условиях краткосрочного заимствования под 5% годовых. На сегодняшний момент 2350,43 тонн было возвращено, включая 80,4 тонн в качестве 5% годовых за пользование займом. Вместе с тем, задолженность перед материальным резервом в виде продовольственной пшеницы по составе на 17 сентября, то есть на сегодняшний день, составляет 631,6 тонн. Из них 68,3 тонн – это проценты за пользование займом. Это то, что касается продовольственной пшеницы. То, что касается дизельного топлива. В 2010 году из Российской Федерации было получено в качестве гуманитарной помощи дизельное топливо в количестве 4998,9 тонн, из которых почти 334 тонны были выделены для оплаты услуг по сливу, хранению и транспортировке. 2913 тонн были выданы Примарием для выдачи населению. Это вы можете увидеть приложение 1 к данному отчету. А также 1661,8 тонн были переданы в материальный резерв Грузии. Необходимо отметить, что 9 августа 2010 года постановлением исполнительного комитета номер 10/6 было установлено, что имела место фактическая недостача, в качестве 80,86 тонн и, естественно, убыль 39,3 тонн. За период времени с августа 2010 года по сентябрь 2015 года безвозмездно в качестве гуманитарной помощи общественным объединениям, физическим лицам, Примариям из материальных резервов было выделено 1164,92 тонны, 9 тонн. С февраля 2010 года по январь 2013 года дизельное топливо было выделено 68 экономическим агентам Гагаузии на условиях краткосрочного займа в общем количестве 1511,5 тонн, из которых на сегодняшний день возвращено только 1065,4 тонны, в том числе 86 и почти 7 тонн. Это то, что касается процента за пользование займом. Тем не менее, по состоянию на 17 сентября 2015 года 29 предприятий, это можете увидеть в приложении номер 5, имеют задолженность перед материальным резервом в виде дизельного топлива, которое составляет 452,7 тонн основного долга, а также почти 54 тонн годовых процентов за пользование займом, согласно условиям договоров краткосрочного заимствования. При этом только 6 из этих экономических агентов частично возвратили займ. На настоящий момент в судебных инстанциях на рассмотрении находится 3 судебных дела в отношении должников: ООО «Экиникери», АО «Бурлаку-Вин» и ООО «Зафер Агро». При этом следует отметить, что гражданские дела по искам исполнительного комитета Гагаузии экономическим агентам «Зафер Агро» и «Экиникери» находятся на стадии завершения в связи с добровольным возвратом
основного долга и процентов за просрочку исполнения обязательств по договорам краткосрочного заимствования. То есть у нас такая ситуация выходит, что то есть заключались мировые соглашения, на основании которых принималось решение в одностороннем порядке, чтобы истец, то есть ответчик, возвратил меньшую сумму долга, чем прописано в контрактах. Данные мировые соглашения подписывали заместителем начальника Главного управления делами главы исполкома Гагаузии господина КПНЖ МВ на основании постановления исполнительного комитета Гагаузии номер 11/12 от 29 июля 2013 года о предоставлении полномочий КПНЖ МВ, которым определялись условия заключения мировых соглашений с экономическими агентами и должниками. Хочу отметить, что нынешний состав исполкома, усмотрев в действиях господина Кырмызы, а также учредителей предприятия ООО «Квизбиз», наличие состава таких преступлений, как умышленная несостоятельность и мошенничество, и направили соответствующие заявления в прокуратуру АТО Гагаузии. Мы просим разобраться в этой ситуации, потому что налицо, мы не можем дать точную правовую оценку, но налицо признаки преступления мошенничества, то есть умышленное банкротство и мошенничество. На сегодняшний день в отношении ООО «Антилем Прим» ведется уголовное преследование по факту хищения продовольственной пшеницы в количестве 1073,7 тонн, переданные на хранение, из которых 651,4 тонны были возвращены. Для того, чтобы стимулировать этот возврат, скорее всего, я хотел бы ходатайствовать, и мы говорили с представителем Народного собрания, то, чтобы стимулировать наших экономических агентов, возможно, принять решение об аннулировании пени за невозвращение в оговоренные сроки в договорах краткосрочного займа. Сейчас эта сумма составляет, если мы говорим про дизельное топливо, это 4 миллиона 208 тысяч 288 лей. И то, что касается по пшенице, это 783 510 лей, это в денежном выражении, и 45 тонн это пеня в натуральном выражении. Давайте говорим, если говорим открыто, да говорим открыто, да? Это знаем мы все. Значит, это специально делалось для того, чтобы те же самые земли обрабатываются, но уже другим предприятием, где учредителем является тот же самый лицо. Да. Мы говорили таким образом, что, коллеги, давайте возвращать уже, что возвращало это предприятие, которое обрабатывает. Конечно, здесь законно или незаконно это, но есть мораль, есть нормальные, я думаю, что их обязательства, моральные хотя бы, чтобы это все было возвращено. То есть они, скажем так, 2 раза хотят заработать на том топливе, которое, во-первых, им было выдано на очень хороших условиях, на долгосрочный период и по очень низкому проценту. То есть если 5% взять, то эффективная ставка процента, которую они заплатили в деньгах, если смотреть цены, когда выдавались, и сейчас, которые они возвращали, это не 5, это 3,5%. Это разные вещи. Поэтому здесь, тем более, нужно понимать, когда какой курс евро был. Я считаю, что неправильно идти по тому пути, чтобы мы отказались от той пени. 4 миллиона они бюджету как бы помогли бы, тем более есть у нас и проблемные участки, которые необходимо решать. И вопрос у меня такого характера. Я бы хотел получить информацию о том, какие общественные организации получили это дизельное топливо на безвозмездной основе. И второе, куда они его потратили. И неправильно говорить о том, что мы не должны этим заниматься. Как раз этим мы должны заниматься. Потому что мы здесь видим кучу подставных общественных организаций, которые фактически намыли сотни тысяч лей. И мы хотели, чтобы знали люди, куда это ушло и зачем. То, о чем вы говорите, что заключает мировое соглашение, то, о чем вы говорите, 80 тонн, значит, пропало по пути, и мер по взысканию не принято, при том, что есть конкретная фирма, которая по условиям договора об экспедиции обязана была возместить этот ущерб. Реакции никакой нет. Не может быть и речи, чтобы мы рассматривали вопрос о целесообразности использования этого дизельного топлива. Я один случай помню. 3 депутата Народного собрания Чедернунги обратились к господину Фармузалу о выделении 5 тонн, всего лишь 5 тонн на кредитирование уличной инфраструктуры Чедернунги. Это же надо так ненавидеть Чедернунгу и жителей Чедернунги, чтобы не выделить 5 тонн и при этом выделить десятки и сотни здесь есть тонн
общественным организациям, которые, по сути, присвоили это топливо. В этой связи убедительная просьба: все эти материалы сомнительного характера должны быть направлены на правоохранительные органы. Хочу вам сказать, что невыполнение подобного рода требований расценивается как халатность. Мы знаем, что было возбуждено дело по данному факту. Я бы хотел узнать о результатах, если это не тайна следствия какая-то, потому что действительно 80 тонн просто украдены руководством прошлого исполкома, и уже на протяжении 3 лет мы все качаемся с стороны в сторону и не можем понять, что все-таки произошло. Украл форму зал его или нет? По данному факту нами проводилась проверка, и не раскрывая, было установлено следующее. Все цистерны были опломбированы, опечатаны, и данная недостача была выявлена в процессе взвешивания уже, когда перегружалось дизельное топливо. Нет. По проценту оно несколько превышает. Но доказать, что перевозчик, подрядчик как-то там данное дизельное топливо слил или оно было похищено, не представилось возможным. Вынесли решение о прекращении уголовного производства. Разрешите мне закончить? Виновных нет. Я знаю, что исполком ГГУЗИ прошлого состава претензию представлял фирме, которая по договору обеспечивала транспортировку данного дизельного топлива, но та фирма уже последующий заключала договор с железной дорогой Молдова, но дальше претензии никуда не пошло в суд, судебный иск не направлен. Есть виновные лица, конкретно экспедитор. Прокурор говорит, что он не доказал, что тот украл, поэтому я ничего не могу сделать. Но он доказал, что ему дали столько тонн. Садак, пока дошло до Камрата, оказалось на 80 тонн меньше. Он слил, он несет полную ответственность. Он должен был проверить, сколько он получил, и когда сливает, не слить, и потом, как говорится, обратить внимание на то, что там запломбировано. Что вы сами понимаете, пропало, как говорится. Сам себя и контролировал. Ой, извините, я ошибся. Он за это получил 1 200 000 леев только за экспедицию. Если память не изменяет, да? Или Да. примерно так. Только за экспедицию. Поэтому несет полную ответственность. За что платили деньги-то? Уважаемые коллеги, если вы помните, мы очень тщательно работали по поручению Народного собрания, была создана комиссия, и мы тогда вам докладывали, что именно эта компания, когда еще 5 лет или сколько назад получали гуманитарное топливо, тоже являлась экспедитором. Именно эта компания. И именно тогда же пропало то же самое количество дизельного топлива. И поэтому здесь, конечно, надо было акцентировать внимание и виновных наказать. Не знаю, где это